Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас карта дня на 12 октября. Это будет вторник. Смотрим с вами на вот таком пасьянсе, называется цыганский. События дня для вас. Все знаки зодиака. Начинаем с овнов. 12 октября. Вторник. Овны. Покажите мне события дня. События дня для овнов. Так, смотрим овны. Две карточки. Угу. Вижу бабочку, это деловые отношения. Можете с кем-то общаться по работе. Ножницы, вижу, решится какое-то дело. Вот, может быть, в этом общении, да, то есть какой-то рабочий вопрос разрешится. Вы получите новость. Новость может прийти в виде смс-ки, письма на электронную почту. Так, проверяем периметр. Тут я вроде больше ничего не вижу. Смотрим по периметру. Есть что-то? Да, есть змея, злые языки, завистники. Могут про вас какие-то сплетни быть в этот день. Так, и проверяем. Здесь нет, здесь нет, нет. Свечи можно. Свечи — это надежда, да, надежда на то, что все хорошо разрешится, за то, что все будет хорошо. Так, колокольчик. Скажем так, надежды на лучшее. Колокольчик — это пустые разговоры. И ссора еще есть. Да, только ее можно вот так сделать. Сейчас я... вот так можно. Может быть, ссора, да, вот со злыми языками, с какими-то людьми, да, которые вам завидуют, сплетничают. Может быть, вы что-то узнаете, да, и из-за этого будет конфликт. Рядышком выпали. Так, хорошо, смотрим, что получается у вас. Первое выпадало — это деловые отношения, общение, переписка, звон по телефону, может быть, общение рабочее. Затем решается какое-то дело, да, и у вас есть надежда, видимо, на то, чтобы его решить. Вы получаете новость какую-то, пустые разговоры, ну, чаще всего это пустые приятные разговоры, там, с подружкой, с мамой, да, вот с другом, с кем вы общаетесь. И еще ссора с какими-то не очень хорошими людьми. Скорее всего, это ваши завистники на работе. Ну, либо, может быть, соседка какая-то, не знаю. В общем, какой-то человек, который явно к вам не очень хорошо расположен. Может быть, ссора с этим человеком. Вот такая информация у меня для вас, овны. Благодарю вас за внимание. Переходим к тельцам. Сейчас наведем здесь порядки.
Поменяем знак и будем смотреть события для тельцов. Тельцы, 12 октября, вторник. События для тельцов. 12 октября, вторник. События для тельцов. Покажите. Вижу победу, флаг. Ну, победа или какой-то результат, да, если вы нигде участия не принимаете, ни в каких соревнованиях, тогда это просто какое-то результативное действие с вашей стороны. Змеи, завистники. Два сердца – это горячая любовь. В личной жизни точно все будет хорошо в этот день. Еще может быть встреча. Да, вот если у вас нет второй половинки, то тогда это знакомство может быть. Решается какой-то вопрос, какое-то дело. Что-то связано со временем. Важная дата для вас, либо вам нужно будет куда-то на время, на определенное. И будильник часто показывает ваше опоздание. Вот, кстати, болезнь. Болезнь может быть в больницу на время надо. Да, в больницу, в поликлинику, лабораторию, не знаю, в общем, в какое-то медицинское учреждение, как вариант. Мешочек с деньгами, но здесь мешочек иногда показывает не только получение, а еще и трату. И вот выпадает рядом с болезнью часами. То есть, скорее всего, что траты, да, на вот что-то связанное с медициной. Может, ну, может так проиграться, может, конечно, у кого-то будут другие траты. Да, и прибыль еще есть. Получаете. Либо кто-то получает из двух источников, да, в один день приходят деньги, либо у кого-то прибыль, да, и ну, немножко потратили. Так, смотрим. Здесь нет карточки, здесь нет совпадений, нет, нет совпадений. Так, что там было первое? Первая была победа. Победа – это какой-то результат. В этот день решается какой-то вопрос, какое-то дело. Ну, понятно, в вашу пользу. Затем вы получаете финансы, тратите финансы, что-то связанное со временем, можете опаздывать. Да, вот если у вас где-то решается вопрос, может быть, там, да, вы должны с кем-то встретиться по времени, показывает, что будильник всегда говорит, вам нужно заранее все делать. Вы можете опаздывать. Также отличный день для личной жизни. Есть завистники, ну, которые завидуют, видимо, вот этим вашим результатам. И есть еще болезнь. Ну, болезнь это либо вы себя можете, да, вот бывает, не очень хорошо чувствуешь какой-то день. Ну, или как вариант это медучреждение, если вы планируете посетить, тогда оно тоже показывает. Тут уже каждый для себя поймет, что это больше события показывает. Вот такая информация у меня для вас. Тельцы, благодарю за внимание. Переходим к близнецам.
Близнецы. Будем смотреть для вас события сейчас. Близнецы. 12 октября. Вторник. События для близнецов. Покажи. Подарочек. Приятная, радостная новость. Конверт не получается, потому что здесь уже новость держит. Гости. Неприятность не получается, потому что гости держат. Ключ. Ключ — это всегда прекрасно, потому что ключ говорит о том, что все в ваших руках в этот день, да, то есть перед вами, в принципе, открыты все двери, вы можете решить в любой сфере, да, все вопросы. Вот, где хотите, где вам надо решить, там и решите. Да, и застолье еще. Какой-то еще праздник намечается у вас. Смотрите, застолье, гости и подарок. Может быть, потому что получаете прекрасную какую-то новость, решаете отметить. Либо благодаря ключу что-то получается сделать в этот день. Я извиняюсь, да, и отмечаете это. Может быть, кто-то идет в гости. Еще и время. Это важная дата для вас какая-то. Или вам нужно просто, да, вот вы ждете на время гостей, идете на время в гости. Так что будете поглядывать на часы в этот день. Ну, по периметру я больше не вижу совпадений. Значит, получается у вас однозначно застолье, гости, подарок. Затем, и на время причем, связанное со временем. Также еще ключик говорит о том, что у вас получится что-то сделать. И прекрасная, радостная новость. Шарики. Вот такой у вас классный день. Очень хорошие события выпали. Близнецы, благодарю вас за внимание. Переходим к ракам. Так, будем сейчас смотреть события для раков. Что у раков там намечается. 12 октября, вторник. События для раков.
Свидание у раков намечается. Ключик. Ключик всегда говорит о том, что все в ваших руках в этот день. Это очень хороший день. Неприятность. Вот смотрите, да, что бы ни произошло, какая-то даже, да, вот неприятность, какой-то ЧП, однозначно благодаря ключу решаются все вопросы. Так что, если что-то произойдет, не переживайте. Все разрешится. Да, ключик приносит вам успех. Либо какое-то важное ключевое свидание еще может быть. Тайное свидание. Тут прямо у вас какие-то интересности, тайное свидание. То ли вы готовите, ну, часто бывает, вам готовят какой-то сюрприз. Застолье. Скорее всего, свидания будут где-то кафе, ресторан, да, то есть какое-то место, где можно будет поужинать. Так, человек очень важный, какой-то чиновник, государственный деятель, не знаю, официальное лицо какое-то, то есть человек, имеющий власть. Еще пропустила нерешенное дело у вас может быть в этот день. Вот, кстати, нерешенное дело может решиться благодаря ключу и вот этому человеку. Так что нерешенные дела прям самое время решать в день, когда выпадает ключик. Получение новости в виде через СМС. Ну, у вас прям очень много событий. День, конечно, очень активный. Сейчас я проверяю еще периметр. Смотрим строго горизонтали. Строго горизонтали, строго вертикали. Так. Ну, я не вижу совпадений. Получается, значит, я просто называю вам отдельное событие, потому что тут можно миллион историй придумать. Свидание, застолье и тайное свидание. Вот это, скорее всего, будет проиграться как одно событие. Свидание, застолье, тайное свидание. Затем у вас есть ключик, нерешенное дело и успех. Да, то есть тут, видите, нерешенное дело решается однозначно. Ну, либо благодаря ключу, либо благодаря какому-то важному человеку, который, да, может решить этот вопрос. Также еще есть получение новости и неприятность. Неприятность – это когда происходит какое-то ЧП, да, такое в течение дня. То есть что-то где-то потеряли, забыли, перепутали, неправильно заполнили, приехали не вовремя. Понимаете? То есть очень часто, тем более, если выпадает человек при власти. То есть вы едете, либо опаздываете к нему. Приехали, забыли какой-то документ, справку, бумажку. То есть, ну, вот такие какие-то элементарные вещи, которые ничего вроде бы страшного, да, но доставляют неудобства. Поэтому просто будьте внимательны в этот день. И я думаю, что получится избежать. Иногда, конечно, бывают неприятности, которые от нас не зависят. Да, то есть из-за других людей происходят. Но тут уже от этого уже не застрахуешься, поэтому, по крайней мере, если вы себя перестрахуете, уже меньше будет вероятности, что это произойдет. Так что вот такая информация у меня для вас, раки. Благодарю за внимание. Переходим к львам. Посмотрим, что у львов. Львы. События для вас. 12 октября. Октября.
Нерешенное дело. Какой-то вопросик есть у вас, мучает вас. Никак не получается решить. Сейчас посмотрим, получится или нет. Дорога. Может быть, связанные с дорогой. Да, вот никак там не получается что-то. Глубокая печаль, сильные переживания. Ну, видимо, я так понимаю, по поводу этого вопроса. Сильные переживания у вас уже. События в месяце не получаются. Интимная связь. Ну, для кого это актуально. Якорь. Якорь — это когда получается что-то закончить, доделать, поставить точку. Очень часто якорь выпадает. Либо прибытие еще, кстати, тоже. Да, то есть дорога, и якорь показывает, что вы в этот день добираетесь до места, да, куда вы ехали. Счастливы, довольны, радостны. Да, и дело решается. Вот если был вот, ну вот, скорее всего, нерешенное дело, это вот эта дорога, вы переживаете, да, что вот как пройдет все, как доедете, как будет. И да, и в конце дня получается якорь, все, прибыли, довольны, да, дело решилось, успокоились. Такая точка, да, слава богу. Угу. Сейчас я проверю еще периметр. Месть еще у вас выпадает. Месть может показывать какой-то конфликт, который уже был. И, ну, как бы подворачивается возможность сделать человеку какую-то пакость, знаете. Ну, я бы тут на вашем месте бы этого не делала, да, потому что потом все это вернется. Даже если вы в этом конфликте были правы, то, скажем так, человек и так пострадает без вашего участия. Исполняется ваше желание. Сейчас я еще допроверю здесь. Нет и нет. Все, больше ничего не вижу. Значит, выходит у вас сильные переживания с утра, да, вот прям глубокая печаль, очень сильно переживаете по поводу нерешенного дела. Я думаю, что это связано с дорогой, да, то есть либо какое-то дело вы решите, ну, надо решить где-то, может быть, в другом месте, то есть туда надо приехать и решить. Получается, дорога, нерешенное дело, прибытие, прибываете, решаете, счастливы, довольны, радостны, интимная связь, исполняется желание, да, ну, может быть, вы этого очень сильно хотели. Ну и месть, да, это как бы тут уже от вас зависит, будет ли это событие или нет. Ну, я бы вам не советовала этим заниматься, даже если будет такая возможность. Вот такой у вас интересный день намечается, Львы. Благодарю за внимание. Переходим к девам. Так, убежал у меня камешек. Значит, действительно будет дорога у львов. Хорошо. Смотрим. Девы. 12 октября. 12 октября, вторник. Девы. События дня для дев. Покажите мне. Вторник, 12 октября. Что будет происходить у дев? Так, смотрим.
Ага, смотрите, у вас прям сразу первое скользкое дело. Рыба. Так что будьте начеку. Это могут быть какие-то предложения, знаете, такие скользкие, неприятные, да, то есть вроде как подается все, выглядит прекрасно, но на самом деле ничего хорошего там нет в этом предложении. Так что просто будьте внимательны. Надежда не получается, потому что уже рыбка. Так, письмо выпадает. Письмо показывает всегда какую-то новость, возможно, прям письмо, либо какой-то документ, справка, бумага еще иногда проигрывается. Исполнение желания у вас может быть в этот день. Может быть, кто-то очень ждал, да, вот какой-то либо документ, либо новость. Казенный дом, что-то связанное с госучреждением. Может быть, вы там будете получать вот этот конверт, да, эту бумагу. Или отправлять конверт, отправлять бумаги, оформлять бумаги. Так, хорошо, смотрим периметр для вас. Что здесь еще? Вижу ожидания. Вы прям ждете вот этого дня, этого момента, да? Я так понимаю, прям ожидаете. Кстати, вот скользкое дело, смотрите, чтобы там, да, не было никаких схем. Потому что вот выпадает еще скользкое дело. Ожидание, ждете этого события с нетерпением, я так понимаю. Здесь нет, проверяем. Здесь нет карточки, мы не можем проверить. Здесь нет, нет, совпадений нет. Нет совпадений. И ключик не получается, потому что ожидание держит. Ну, хорошо, не получается и не получается. Так, вот, смотрите, еще увидела колебания, сомнения у вас. Весы, да, когда принимаем решение, сомневаемся. Может быть, и не зря, да, вот тут вот скользкое дело выпадает. Может быть, вы интуитивно чувствуете, что что-то не то. Так что, смотрите, с одной стороны, да, у вас госучреждение, однозначно, это может быть там налоговая, суд, прокуратура, больница, ну, т.д. и т.п., да, то есть любой гос какая-то администрация города. Там что-то связано с документами, бумагами, письмами у вас. Вы ждете этого. Колебания, сомнения. Может быть, есть сомнения, что получится, да, как вариант. Так тоже могут быть сомнения не при принятии решения, а вообще, да, получится, не получится. Скользкое дело, что очень важно. Может, конечно, они будут касаться, да, вот этой, может, эти события не связаны. Ну, на всякий случай, да, лучше там вот все перестраховывайте, перепроверяйте. И исполняется ваше желание. Так что я думаю, что, наверное, здесь все получится, потому что желание исполняется. Я так понимаю, вы чего-то очень сильно хотите, ждете, хотите, и, наверное, получится во вторник. Вот такая информация у меня для вас, девы. Благодарю за внимание. Дальше мы смотрим следующие 6 знаков зодиака от весов до рыбок во второй части видео. Так что, кому нужно эти знаки зодиака, переходите по ссылочке под этим видео, будет в описании по тайм-коду, находите свой знак и встретимся во второй части.